Фильм по следам экспедиции МГУ в память об Александре Евгеньевиче Кибрике, ученом, чей вклад в лингвистическую науку Дагестана трудно переоценить. Саша на самом деле был именно таким вперед смотрящим и передовым, в смысле, в ряду идущих впереди. Он развернул вот такое основательное изучение наших кавказских языков, особенностей дагестанских. И морально я считаю, что чем многие дагестанцы, например, чем я, он имеет право называть себя настоящим дагестанцем. Нет такого уголка, где он не побывал. Идея отправиться в путешествие и снять фильм про горный Дагестан по следам экспедиции лингвиста Александра Евгеньевича Кибрика, моего папы, родилась в 2012 году, когда его не стало. Я не находила себе места, не могла придумать, что бы сделать в память о нем, в его честь, как бы вместе с папой. Раньше мне просто не приходило в голову все оставить и поехать в эти края, в Дагестан, где мы были с папой прежде так счастливы. Теперь же эта идея завладела мной полностью. Помогало также и счастливое совпадение, что мой муж Андрей Бабаев, режиссер-документалист, человек необыкновенно отважный и бесшабашный. Если ему сказать, что где-то интересно и опасно, то он готов ехать уже завтра. Мы плывем на корабле надежды, ласкою сияют небеса, полные доверия невежды, подставляем ветру паруса. Хотя отправиться в город Дагестана в конце октября было явно не лучшей идеей, нам пришлось это сделать, нас вынудили обстоятельства. Экспедиция МГУ никогда не оказывалась в это время в горах Дагестана. Как говорят местные жители, зима здесь может наступить в любой день, абсолютно без предупреждения, со всеми вытекающими из этого последствиями и опасностями. Однако, все-таки мы считаем необыкновенным везением наше путешествие именно в эту пору. В Табасаране мы оказались в самый пик золотой осени. Сар инсан қан химдар михтердин улих, унцари қан сентябр васқлиб гура, таза малим дигна задаскаих сумчуржут узухиндили гура, қоғыз шули адар зукан ғири сабдих, зу малим рақбарайик бим никдарин, хат муришна бай де'най партаих, ученикти нақузу де'ну адайин. Мы снова в Дагестане. На этот раз движемся на юг, через Табасаран к Лезгинам и дальше вверх по руслу Самура. В сущности, мы почти повторяем маршрут той экспедиции, которую описал в своем дневнике Владимир Борщев, друг Александра Евгеньевича Кибрика, вовсе не лингвист, а математик, который, однако, сопровождал его в ряде экспедиций, в том числе и по югу Дагестана. Дюбек – первая рабочая точка экспедиции. Это километров 20 в сторону, от трассы Махачкала-Баку, не доезжая чуть-чуть до Дербента. Тут табасаранский язык. Последний раз они были тут в 1979 году. Почти все участники прошлой и позапрошлой экспедиции были здесь, кроме Теньки, он тогда был еще маленький. Сейчас Володя живет в Америке, и мы попросили его озвучить те записи, которые он вел более 30 лет назад. Его голос будет и дальше звучать в фильме. Дюбек – это большая деревня. Много новых больших домов из какого-то тесаного камня, типа туфа. Камни скрепляются каким-то раствором. Останавливаемся посередине деревни. Так, поедем к нам? Конечно, конечно. Так, сегодня поехали. В Дюбеке нас ждал Алибек. Тогда, кажется, я был тогда в 4 классе. И, значит, ходили, значит, по лугам, значит,
группа же была еще московская студенты, Да, конечно. Он со Значит, студентами да, был. мы, значит, это наш... Вообще, почему, значит, я с ним общался, значит, и потому что рядом с нами школа была, я тоже там рядом живу. Это старая, вон там школа была, разрушенная такая, сейчас уже этой школе ничего не осталось, даже нет ничего. Да, вот я помню, значит, они, значит, у нас спрашивали, как это, значит, по-басарански звучит, допустим, ну, всякие там дома, там, значит, школа, и тогда все по-басарански как звучит. Ну, деньги-то заплатили, я помню, да, где-то 12 рублей, что ли, где-то вот так было, да, такое дело. Подходит какой-то учитель. Кибри просит позвать завуча или кого-то из учителей, с которыми он работал здесь в прошлый раз. Находит Аби, завуча, здоровается, вспоминает прошлые приезды. Московские ученые приезжали в 83 год, Кибри, Хужар, Хадаму, палатка дивная, Шемишелди. Помнишь об этом в Ватикане? Мы перешли в эту школу, имеется в виду другую школу, да, в 75-м году. А они были до этого. Где старая школа, да? Старая. Вот надо Группа там из студентов, они были здесь. Я помню, там Машевская одна была, студентка. Я почему помню, потому что Машевский это автор вот этого дидактического материала по физике. Я спросил, какой-то родственные связи имеет или нет. Она сказала, я дочь этого Машевского. Она дочь оказалась. Вот так. И папу вы припоминаете, да? Папу тоже, Александр Евгеньевич Кибрич. Да. Помню. А Сандро с ним был друг его? Да, Сандро тоже был, да. Неразлучные Первый друзья. раз с ними был шофер Боря, его звали, да, Борис. Ага. На ГАЗ-66, слышала. кажется, в 74 году. Они там работали, вообще-то наш диалект, что ли, или наш говор. Они... Табасаранский, да, Да. именно дюбекский. А вот у меня, кажется, брошюрка тоже есть, табасаранский, этюды называется «Красные обложки». Вот как раз наш говор. Как сюда попались? Дорогу проложили предки еще. Папа был в понимаешь, Дюбеке да? 3 3 раза был, да. Изучал язык табасаранский. Он Трудный язык же. Самый трудный, второе место в мире занимает. трудный. 47 падежей, по-моему, да? Или? А там чего только нет, еще больше. Это весь табасаранский алфавит, значит, сложен и составлен на основе русского алфавита. Ну, их меньше, да, получается, букв? Или У нас столько? больше. Букв. Вот смотри, сколько, значит, здесь сколько. Вот плюс еще к этому вот и там Плюс, это же плюс. А, вот, значит, А с мягким знаком. Потом Г с твердым знаком идет. Значит, Г с мягким знаком Х. Хар называется, дерево, да. А вот П, значит, имеется вот, значит, такая палочка. И, а это Т, значит, И называется. Это И, это хлеб имеется в виду. Х. Хат это ворона. Х. Хубу, пят имеется в виду. Ц. Са, это, значит, это Ц, значит, палочка, да. Это Дзи считается, усилием, значит, Мартин, чисто, да, вот так называется. Вот 2 Ч имеется в виду. Джи считается. Значит, марч, значит, допустим, овца, так. Чи, значит, шум называется, это осень, вон, чи с мягким, значит, чи выйдет, так. А вот это, значит, чья, значит, буква называется, значит, то есть звук, да, чей звук, да. Джи, значит, вот так. Это жи, значит, это ши, а смысле ши, это медведь по-нашему, да. Кибри просит Аби проводить нас к водопаду, место знакомое ему с прошлой поездки. Это километров 1,5-2 выше деревни. И просит, чтобы утром пришло человека 3 информанта. Как хорошо под водопадиком, туда полезем вместе с садиком, потремся Вовиной мочалочкой и посидим с самим начальничком. Информанты должны были прийти в 9, но их нет. Вместо них ребятишки, и маленькие, и большие. С большими Кибрик и Тенька с Мирой пытаются заниматься. После обеда приходит какое-то местное начальство. Оставляем Кибрика представительствовать, а сами вчетвером просим мальчишек проводить нас к местной достопримечательности – пещере, в которой устроено что-то вроде мечети. С полчаса поднимаемся в гору, потом чуть спускаемся в соседнюю долину. Там какая-то другая деревня, Хустиль, кажется.
Вот и пещера. Перед входом на кустиках тряпочки. Мальчишки говорят, что и нам нужно какие-нибудь ниточки из одежды выдернуть и повесить на кустик. Я выдергиваю из рубашки символические ниточки длиной сантиметров 2 и вешаю на ветку. Сима вешает аптечную резиночку. Вход в пещеру, дверь в скале. Мальчишки открывают ее. Входим, зажигаем фонари. Есть поэма Абу Сими Джафарова, табасаранского поэта, писателя. Называется «Таня Дюрка». И по содержанию произведения здесь якобы жили какие-то крылатые священники. Образно, конечно, да, имеется в виду. Говорит, значит, раньше здесь когда-то жил такой праведный человек, юноша, который убежал от людской суеты, от безобразия, которое творилось вокруг него, и, говорит, жил долго здесь. Так. Возвращаемся чуть другой дорогой. Вокруг алыча всех сортов. Желтая, красная, синяя. Груши, яблоки, грецкий орех, фундук. Рай, а не место. Вот и наша стоянка. Кибрик сидит уже слегка довольный. Он с каким-то мальчиком неплохо поработал. Здесь у них стояла палатка. Я помню, вот здесь костер. Вечерами мы тоже приезжали сюда. Просто посидеть, поговорить. Да, они вам тоже вопросы задавали? Да, конечно. Как, например, каждый, несколько человек, каждый говорил, как произносить то или иное слово. Но у нас тоже в языке так есть какая-то различие. Одна сторона села, допустим, говорит по одному, другая сторона. Уже по-другому. Да. Одно и то же слово. Одно и то же слово. Можно отличить, кто откуда, да? Шей, шай. Шей, значит, другая сторона. А мы говорим шай, это вода. Все, которые, значит, там, которые живут, значит, разговаривают на этом диалекте, они претерпелись какие-то изменения под давлением врагов, значит, ну, когда были, захватывали села, конечно, вот наше село считалось гнездом разбойников, и никому, говорит, не подчиняться, значит, правителям. Значит, и, значит, вот как разговаривали на своем, значит, диалекте, и так и разговаривали, и до сих пор тоже говорят. Через какое-то время приходит масса народу, в том числе и учителя-информанты, которых так ждали целый день. Но они пришли не работать, а звать на пир. Sirili tishira, yogur chenglam bikrumudar. Fonuzurna zagile gishira, ukanula tuksumudar. Dunya sirili tishira, yogur chenglam bikrumudar. Fonuzurna zagile gishira, ukanula tuksumudar. Пьем вот этот орех. Вот, да, вот именно, да. Он дождался нас. Представляешь, жив, такой огромный стал, как баба. Большой стал, конечно. Да. Uvimari hayran dukna tabasara, yabsu ukna shani dukna tabasara. Uvimari hayran dukna tabasara, yabsu ukna shani dukna tabasara. В книге Володи Борщева Дюбек описывается как поистине райское место. Когда мы поднялись на холм, где стояла экспедиция МГУ с ее палатками, и нам открылась украшенная золотом осени панорама девственной природы, наш кунак Алибек, именно он несколько раз воскликнул с восторгом: «Какая же здесь красота!» И меня поразило, что он, проживший здесь всю свою жизнь, в этот день через наши съемки, через полет нашего маленького дрона над его родиной, увидел ее во всем ее великолепии. Из Дюбека в Кандик, из одного табасаранского селения в другое, с Табасаранского района в Хивский, есть два пути. Один в объезд, как и ездила папина экспедиция. Мы же предпочли краткий путь через горный перевал, совершенно забытую людьми узкую и заросшую дорогу. Но при этом она потрясла нас своей красотой и романтикой. Наш маршрут еще был очень большим и насыщенным, поэтому у нас был соблазн вообще опустить Кандик и не заезжать туда. К счастью, мы этого не сделали. Нас приободривала давняя шутка Сандро Кадзасова:
дойти до кондикции. Мы никак не могли этого не сделать. Yadısın okna şahit okna tabasaran O var hayran okna tabasaran Yadısın okna şahit okna tabasaran Кто-нибудь может помнить в Кандике, как приезжала экспедиция из Москвы? Изучать В язык. 70-е и начале 80-х. Этого главного, как звали? Кибрик. Да, помню. Я сам помню. Это мой папа. Да? Ольга была, да, на лингвистическом училась тоже. Да, Ольга звали, да? да, Оля Сундукова. Да, помню. Оля Сундукова. Сандро. Не помните Сандро? Нет, Ольгу помню, я с ней работал, там переводил там эти слова. Вот. Это самое, и это Кибрика тоже помню. Ольга даже мне предложила, чтобы я приехал в Москву на лингвистический, там поступает, она в 76-м заканчивает. Ага. Я школу заканчивал Она в еще 76-м студентка году. была. Да. Они в школе остановились, это старая школа была. А, она в другом Этой месте школы была, нет да? уже. А алфавита даже для табасанцев написал кандикский профессор. Хамагомедов Бедлах ее зовут, Царство ясно. Небесное, его пока его уже живых нет. Но там у них говор другой в Табасаранском не совсем. Ну здесь тоже, да, по селам разные, у каждого свой диалект и так далее, да, различия есть. Даже мы некоторых из этого Табасаранского района трудно так понимаем. Но говорят они, обучают на кандикском языке. Литературным считается вот кандикский и хипский. Лакцы, да, лакцы самый мягкий язык у них, произношение. Наш тоже может такой же вот в Хипском районе, юг Хипского района. Мягкий сравнительно, да? Такой язык, да. А есть такие... А там погрубее, да, и вот соседнее село, там тоже еще грубее, хотя мы рядом живем. Первый раз, когда он приехал в школу, вот как раз я с ними работал, вот у этого товарища тоже был с ними. Какая удача какая, что Да, вас встретили. работали мы тогда, долго работали. Переводили наш табасаранский язык. Пожалуйста, заходите. Спасибо 1974 года работаю тут директором Дома культуры. Да, Сандро был, конечно, помню. Они всю жизнь Худощавый чуть-чуть, худощавый был он. Какой? Худощавый. Да, худощавый. Худощавый. Полненький, а он худощавый. Да, худощавый был в очках. В очках. Прекрасно. И кучерявый у него волоса тоже. Это Сандро, да. Вот, я помню его, И Сандро. он хорошо произносил табасаранские звуки все. Я помню, как он руководителем был ихний, этот. Это мой папа, да. Да, он Это руководитель мой папа, был. Кибрик, да. Да. Сходили в деревню, посмотрели, как ткут ковры или их вяжут на ковровой фабрике. Стоит штук 20 станков. Перед каждым из них сидят 2-3 девушки и очень проворно работают руками, вяжут узелки. Кыз и Ханалиева Ашахалом завоевали Лептийском ярмарке, все мирные ярмарки, удостоен этот ковер золотой медаль. Фабрики нету, совхоза нету, работы нету молодежи, не остается молодежь в селах, язык тоже исчезает. Еще в 1974, 5, 6 годах у нас в школе учились около 680 человек. А сейчас около 200 человек нет. 200 нет, там 120 сейчас. Вот если такой поток уходящих будет, то молодежь не останется, рождаемость не будет, старики умрут, язык тоже умрет. Это село большое, сейчас тут пустых домов много. Пол села, наверное, там в городе Каспийске живут. Столько же в Ставропольском крае, там Зеленокумск, там дальше вот Пятигорск и так далее, вот там. Примерно табасаранцы с Кандыка в Махачкале живут, язык табасаранский не изучали. Они перешли чисто на русский. И а сейчас там в городах тоже, и в Махачкале. Появился там родной язык. Табасаранский язык преподают. В последнее время, да, родным языкам дают большое значение, они Слава передают Богу. и изучают. Папа очень об этом мечтал. Специальное постановление там правительства и так далее, чтобы
народ не забывал, чтобы изучал свой язык. Сейчас в последнее время так особо не уезжают, потому что и газ есть, и вода есть, там условия уже есть нормальные. Такой на поверхностный взгляд, внутри села язык сохраняется хорошо, но при этом, как только люди уезжают из села, то они очень быстро язык теряют. Отчасти большой фактор в этом просто передвижение на плоскость, отчасти это повышение количества смешанных браков. А Дагестан — это действительно такое очень место, где традиционно всегда было брак на своем языке и чаще всего внутри села. По сравнению с тем, что было тогда 20-30 лет назад, я считаю, что тогда было все очень устойчиво. А сейчас не меняется, но ухрупчается, потому что мне кажется, что и не из-за браков, а потому что у людей стало больше денег, и они более мобильны. А любая мобильность направлена на плоскость и связана с непременной утратой языка очень быстрой. Проблема эта не всегда осознается самими местными жителями. Кибрик видел ее еще тогда, потому спешил подробнее описать, зафиксировать языки Дагестана, чтобы впоследствии можно было их в случае чего даже возродить. По дороге в Рутул, в Маграмкенте, к нам присоединился друг и коллега Александра Евгеньевича Кибрика, дагестанский лингвист, профессор Расул Муталов, который давно живет в Москве и специально прилетел, чтобы сопровождать нас в поездке по Юждагу. Наше путешествие по Самурской долине, одному из самых притягательных и романтичных маршрутов горного Дагестана, проходило под знаком плохого прогноза погоды. Обещали полное наступление зимы буквально через 3 дня, вместе со снегом, метелью, скользкой дорогой, селями, оползнями и камнепадами. Наши друзья-дагестанцы подсказали нам мудрое решение – начать путешествие с самой отдаленной точки – селения Мишлеш, и затем спускаться вдоль Самура по всем местам стоянок экспедиции, убегая от непогоды, от надвигающейся настоящей горной зимы. Мишлеш красивое такое, необычное место. Обычно, когда люди уходят там работать, то их не видно по окрестностям. А тут просто вся окрестность в виде такой огромной трибуны. Как вот ты как будто на футбольном поле находишься и смотришь на трибуну. Какую сельскохозяйственную работу кто-нибудь делает, ты это видишь, причем без бинокля. Там очень четко все видно. Так странно. Вот. Ну и река Самур, она все время издает шум, который, как мы убедились, обладает некоторыми магическими свойствами. Можно слушать этот шум и не спать. И при этом с мозгом происходит то же самое, что во время сна. То есть 6 часов послушать, не разговаривая, ничего не делая, просто послушать шум реки, это все равно, что 6 часов поспать. Также освежает. Я сам сначала не поверил, пока не проверил на себя. Davanti agli occhi tuoi morir voglio. Освежает так, что хочется петь. Не случайно голос Якова, разливающийся над Самуром, запомнился всем участникам экспедиции в Мишлеш. Non essere gioia mia come crudele, lasciati almeno veder mio bell'amore. Где мы отдыхали, поляна, рядом есть такая скала, высокая. Под скалой мы остановились, как сегодня, вот на память вот эту фотографию сделали. Вот видишь, Урж-Муаллим, Ибрагим, это покойный тоже, завхозом в школе работал. Да. И вот все очевидцы он остался, да. Остальные уже нету здесь. Да, вот красавчики, да. Сколько лет прошло? 95-е, 96-е годы у нас в селении Мишлеш. Нет, 95-96-е годы у нас приезжали с Москвы. Ну, я как знаю, их лингвистами назвали. Лингвисты. Группа лингвистов приезжала, изучали наш цахурский язык. Я помню, во главе их был Кибрик. Ну, особо так назвали. И хороший у меня друг был, Максим его звали. У нас связь, ничего не было же. Плохо было. Да, я тогда работал на автобусе еще.
Мишлеш Махачкала курсировал. И все их домой, сообщения, телеграммы. Привозили, Все я оттуда, они отсюда мне дают телеграмму. Вот этот телеграмм по такому-то адресу. Вот она, Ася. Да. Вот фамилию забыла. Яша, 10 лет. 10 лет, да. Вот эти, вот они все были. Вот Тимур Майса, да. Сережа теперь завкафедрой на месте папы Да. стал. Да. Завкафедрой МГУ. Жаль, что папа очень соболезную, очень. Ну да, вот это. Тоже в Мишлеше, вот они все на природе сидят, Сандро. Да. Мишлеш. Они хорошо учились. Например, они брали, тему взяли, вот лес. Например, по-нашему лес Чалак. Чала. Теперь они спрашивают, например, у подножия леса. Чалагать аут. Склоняется, спрягается или как. Вот это все они очень точно, очень. Особенно вот эта Ася. Бончика, она очень толковая девушка. Для не первый раз была в она умница. Потом был вот этот Греф. Корбет. Папин друг большой. Он оставил мне и адрес. Я, говорит, вам визу сделаю, вы приезжайте в Англию. Да. День, когда мы уезжали, это славная женщина, которая была там учитель математики. И с ней было очень хорошо работать. Шерингюль, нет? Наверное, Шерингюль. Да. И с ней я блестяще работал. Она сказала, вернитесь на месяц. И в конце месяца вы точно будете говорить по-сахурски. И может быть, вряд ли, но есть шанс. С другими нет. Марина, если помните, Марина была. Вот она сейчас в Англии работает. Здравствуйте. Нормально, красиво работали, отдыхали. Книгу выпустили, в конце концов. 2 месяца в Москве я был на проверочных последних. Работали с Александром Евгеньевичем там. В одном из кабинетов кафедры на 9 этаже ежедневно я ходил, там поочередно лингвисты приезжали, с ними работали, там окончательные работы провели. И потом в конце красивый вечер тоже на проводе организовали. Все было красиво, я всех помню до сих пор. Это, по-моему, первая такая грамматика такого большого формата по описанию дагестанских языков. Потом она стала как бы основой и базой по созданию похожего багвалинского языка. И с этой стороны, прежде всего, заслуга, наверное, носителей мишлешского языка. Здесь вот это, вся корпус это был жилой. Там проходили у нас уроки, а этом жили и проживали радостно, весело, изучение сахурского языка. Вот она, короче, сюда идем, близко, Рутулка, и знает сахурский язык лучше любого нашего сахурского. Ладно, идем хабар, юграмила? Югра. Вот здесь девушки располагались, а там мужчины. Ладно. И каждый из тех, кто приезжал, рвались ко мне, чтобы со мной там побольше общаться, побольше работать. Вот Саида, отец, он только спокойным Кибриком Александром Евгеньевичем работал. А так остальные менялись там. Я помню, когда к нам они в гости пришли, мама приготовила национальное блюдо, и они такие спрашивают, а как вы готовите это? А семья у нас большая, там, как вы кормите всю семью? Вот так. Девочки расспрашивали, да? Да, к нам приходили, по-моему, Эмма была, там, Мира Бельгисон, по-моему. Это моя невестка. Вот. И жена там моего брата. Третью, я не помню, правда, как ее звали. А Марина была еще. Марина чему? Вот. Да, они к нам приходили. Да, только старшая сестра тогда только вышла, получается, замуж. Мы жили в юношеской стройке, и поэтому в школу она не так часто ходила. Все соседские дети, у нас здесь по соседству близняшки были, Зита, Гита, они тоже приходили. Всех соседских детей собирали, мы садились и рассказывали. Ну, говорили как про цвета, там, про животных, иногда сказки, там, стишки рассказывали.
По-разному бывало. Вот так проходили наши занятия. Мы пока рассказывали, те либо записывали на диктофон, либо в тетрадях делали свои записи. Ну, так вот мы помогали кто чем мог. Это идет как раз сейчас к нам плечо. Вот, да, давайте мы. Смотри, какая. Вот, прям с пылу жара этот хлеб мы тоже вам покажем. Да, дорогая. Горячий хлеб у нас. Вот такой вот у нас хлеб. Вот такой хлеб готовила мама тоже. Можно? Можно заходить? Да, здравствуйте, мои дорогие. Мой папа Кибрик. Здравствуйте. Знали, помните его? Да. Я Нина, меня зовут Нина. Я его дочка младшая. Хорошенький мой. Лейла! Вот, живая книга. Да, зачитано даты, да. И сердце, вот это папина подпись. Да, вот они все расписались, вот Казань, да, Тативосу, да. Когда принесли книгу, когда нам отправили эту книгу, для нас это было вообще каким-то прям, я не знаю, событием. Все собирались, смотрели, папа долго не разрешал нам ее трогать. Мы тайком от него брали, читали, смотрели картинки, вспоминали там разных этих, кто приезжал, кто у нас гостил. Иногда мы с мамой ходили, когда она хлеб относила туда в школу. Это прям для нас была целая экскурсия какая-то. Мы ходили по классам, там знакомились с дорогой. Нам было очень интересно смотреть, как люди, привыкшие к цивилизации, живут в этих условиях. И самое главное, по этой книге я записала свою курсовую работу на 3-м курсе, по-моему. У меня был существительное в сахурском языке, на родном языке я писала, и вот оттуда я писала. Потому что я знала, что у нас дома книга, я позвонила маме, я попросила отправить ее ко мне туда, в Махачкалу. Учились где? Я училась в ДГУ. Замечательно. Там Джалиль. Самедов. Да, Джалиль Самедович. Это как раз у нас по современному русскому языку было, и очень долго меня прям, не знаю, мучил с одним зачетом. Очень долго. Но в итоге я, да, стройки действительно. В итоге все-таки я сдала. Как раз. Он тоже рассказывал, и вот у нас долгое время мы никак не могли с ним прийти в это нормальное русло. И потом уже, когда он заговорил про эту экспедицию, я говорю, это у нас была, говорю, я знаю это, поэтому он такой, ой, говорит, все, да вы же наша, и все, после этого уже, и там тоже мне действительно помогла и эта книга, и эта экспедиция. После этого у нас уже отношения немножко поменялись, он уже более лояльно ко мне относился, и с помощью этого все-таки я сдала свои зачеты, и курсовую сдала нормально, причем на 5. А свой язык сахурский проходит в школе? Да, проходит. И вы знаете читать, там писать? Ну, мы Она в 3-м классе понедельник у нас 2 урока, а в пятницу 1 урок. В понедельник мы пишем и читаем, а в пятницу мы только пишем. А стихотворение на сахурском знаешь, какое вы проходите? Пока мы только стихотворение чуть-чуть начинаем, а потом будем большими куплетами читать. Изынхав ахтин совы ежиса саркарави гранда, ёпсурай лагарын аршибы хандаха ыхаут умда. Изди качини ранга ичахни нордишти хамдик ама идякар акар кате блейкай. И кате блейкай. Свабишин тимизинчам маккали макан илёга. Инсан абзазге букан адабака икрамка букановха. Молодец. Чего это? О чем это? Ну, как любит свой дом один мальчик и говорит, что на его цвет шапки похож цвет неба. Цвет неба. Как он пьет, что? Как он пьет ледяную воду. На каком языке вы между собой в школе говорите, разговариваете? Я с подругами говорим на русском, а когда дело касается с мальчиками, они говорят по-сахурски. По-сахурски, это очень важно. С подругами мы... Гендерные различия. В школе, когда мы, вот, например, на улице, у нас во дворе играем, мы говорим между собой на сахурском. Так мы друг друга понимаем. Но я больше люблю на русском разговаривать. Лучше понимаешь, да? И русскому тоже надо, и свой язык тоже Русский не надо. никуда не денется, а вот сахурский надо беречь.
Русские все равно и по телевизору, и по радио, уезжали, и песенки, города, и фильмы. А вот сахурские их дети, но знают, понимают, разговаривать не могут они. Я говорю, почему это свой язык надо, это вьетнамез по-нашему говорим, да, сахурский язык наш, мамин. Это надо знать. Как говорится, тяжело им было. Нам сегодня это легко и просто, этот сахурский язык. Успехи этого первый. Появилась газета. Да, появилась газета наша Сахур, как бы не. Появилось наше радио, появилась письменность. И мы, как народ, вышли в политическую арену. Сегодня мы говорим это, да, нужно сохранить язык, чтобы язык не исчез. Если, не дай бог, конечно, исчезнет, уже по этим учебникам уже дети будут сахурские, если захотят, значит, возобновить знание своего языка, они будут заниматься по этой теме. В 1996 году, в августе месяце, когда они завершали работу, мы им организовали один хороший этот. Это друга тоже взяли, Максима, мы рано утром отсюда селение Калял пошли, по речке Самур наловили рыбы. Потом там хорошая поляна есть, форель, да. Эта группа туда приехали на костре, мы им в фольге пожарили рыбу. Очень хорошие ребята, девчата были. Всегда мы их вспоминаем, то, что они здесь, они как местные здесь участие, даже на свадьбах участие принимали. Один раз я в автобусе невесту вез с Бабаюрта, там тоже. И они вышли возле школы даже, на дороге, они наши обычаи тоже. И дорогу, говорят, невесту раз везут, говорят, надо, говорят, обязательно дорогу. Мы их угостили там, что было у нас тоже. Такие очень хорошие, очень довольные. И село ими довольны были, и они от нас довольны, отсюда уходили. Здесь не необитаемый остров. Это общение с людьми другой культуры, иногда сильно отличающейся культуры. Происходит глубокий контакт с носителем языка, вот этой группы лингвистов. И это тоже бесценный человеческий опыт, опыт общения, опыт понимания. У нас было такое, отчасти такое шоковое знакомство с местными обычаями, потому что, значит, нас с Асей пригласили в гости. И мы пришли в гости, и там на стене такой большой ковер висит, в котором вид Кремля. И мы с Асей по московской привычке стали говорить: ой, какой прекрасный ковер, какой прекрасный ковер. И хозяйка так, слегка так, она не очень восторженно реагирует на наши комплименты и говорит: да, сама ткала. И мы говорим: ой, какой ковер прекрасный, какой прекрасный. Да, несколько лет работала. Ой, какой прекрасный ковер, какой прекрасный ковер. В конце концов говорит: ну ладно, забирайте. И дальше мы уже не знали, что делать, потому что она нам пытается подарить этот ковер, потому что раз похвалили, надо подарить. Да, и мы этого не знали. И вот было такое столкновение культур, да. У меня вот, пожалуй, что такие самые яркие впечатления были именно от людей, от общения такого неформального. Ну и кроме того, это просто очень все было хорошо продумано, начиная с распорядка дня, с дежурств, со способов работы, сбора материала и с отдыха, потому что Александр Евгеньевич не любил то, что называется трудоголиков, он заставлял отдыхать, он говорил, что если вы не умеете отдыхать, сам он умел отдыхать, то есть целиком как бы не отдыхать, не работать наполовину, не отдыхать наполовину, то есть никогда не смешивать одно с другим, это важное качество, которое редко встречается. Вот, но он говорил, что без отдыха вы ничего не добьетесь, то есть вы соберете какую-то гору материала, а потом окажется, что эта гора, это поскольку мозг у вас не отдыхает от работы, то эта гора, она имеет весьма малую ценность. Мы, конечно, работали, но у нас было достаточно много свободного времени для, во-первых, обработки материала, во-вторых, для просто какого-то дурака-валяния, потому что, ну, мы были все молодые, у всех была кипучая энергия, мы все время что-нибудь придумывали. Любимой песней Александра Евгеньевича там во всей этой компании были бублики. Вот он там, значит, мы все рассаживались, и, значит, наступал момент, когда надо петь бублики.
И у Александра Евгеньевича была выходная ария. Это когда он говорил «ла-пи-ти-пи-та-пи-ти-пи-та-пи-ти-пи, гопа, ха-ха». И потом все подхватывали «тарири-гоп-гоп-гоп, тарири-гоп». И в ночь ненастную, меня несчастную, торговку частную ты пожалей. Сейчас я вас очень благодарю, что приехали вы. Я сейчас узнал, вы дочка, говорит, его нету, дай ему земной покой, пух, прах, как говорится. Нам тоже здоровья, вы продолжайте его этот. Очень приятно, очень хорошо опять встретиться с детьми этого товарища. Очень хорошо я его знал. Хороший, добрый человек был. Что еще сказать? Все хорошее про него можно сказать. Великий ученый. Великий, да, ученый. Он не только у нас, он в других районах тоже, он рассказывал, в других районах, других эти тоже бывал он. По всему Дагестану, да. По всему Дагестану был. Вам здоровья, чтобы всегда приехать, чтобы от нас довольны уехали и хорошие воспоминания были о нас, о цахурцах. Мишлеша по руслу Самура селение Цахур. Его именем назван целый народ. И это не случайно. В древности Цахур был важным стратегическим центром как в военном, так и в культурном плане. Люди жили здесь более 2000 лет, о чем свидетельствуют старые кладбища, занимающие чуть ли не 15 гектаров. Это был большой город по обеим сторонам Самура. А в центре его старейшее на Северном Кавказе медресе, основанное аж в XI веке. Здесь школа была вот так. Потом, когда школу построили, эту перегородку убирали, она восстановила свой прежний форму. Из древнего медресе школу переселили в новое здание, но просуществовала она там недолго. Эта школа где-то 2005 или 2004 год. Это он был директором, он Умахан строил. Здесь школа у нас была, вот. Да, я говорю. Вот, где машина лавина снесла. Большая школа была. Лавина пришла, даже сюда через центральное телевидение Москвы показывали. Вот. Эта лавина была днем, занятий не было. Природа тут суровая, и жить непросто. Здесь уже жить, как сказать, трудно, особенно женщина. Да. Все ручное здесь работает. Женщины же, молодежь не хотят так работать. Сейчас Цахур небольшое селение. Как и во многих других горных аулах, люди покидают родные места в поисках более комфортной жизни на плоскости. Так что число жителей постепенно сближается с количеством хищных зверей в окрестных горах, которые как раз очень быстро размножаются. А мужик на него смотрит, он сливу берет и рот, медведь, вот так делает. Он на него смотрит, сливу берет. Прямо в саду? Да, в саду, вот кухня, вот как это мое окно, кухня, вот так тоже делаем. Сюда приходили? Да, там тоже вот бывает. Где? Медведей было недавно там. Один наш охотник вот на этом крыше сидел и смотрел внизу, видит ли там медведь. А медведь вот так рядом идет. Он остался вот так. Что делать? Где волки бывают? Волки вон там бывают. Вот там тоже бывают, там тоже. Везде вот так ходят они.
Не боятся? Да, не боятся. Охотников уже здесь нет, да. Корову тоже недавно вот там пасли, корову тоже держали. Спасает юмор. Женщина одна, это соседке говорит, соседка, мне это поцелуй принесите. Она говорит, что поцелуй? За столом же кричат, говорят, горка, горка. Она же не вспомнила, потом говорит, ладно, горка, вот это. Душлаг я забыла, как это называется. И я женщине говорю, хинкаловитель дайте мне. Продолжите. Потом она говорит, душлаг, я да. Одна в Махачкале, это наша соседка с нашим домом. Пошла базар, первый раз была, говорит, в Махачкале. Говорит, я не знаю, как называется. Большой это курдюк есть же? Курдюк. Не курдюк, это деревянный же. На котором рубят мясо. Ну, рубишь мясо. Забыла она тоже. И сказала, вот такой большой. Пак, топором дал. Сахурскому языку полностью или частично Александр Евгеньевич Кибрик посвятил целых 7 экспедиций в 73-м, 74-м, 79-м, 83-м и 84-м годах, а результатом 2 экспедиций в Мишлеш в 95-м и 96-м как раз и стала та самая книга, которую там зачитали аж до дыр. И, наверное, Москвенче, Магла, Декворни, на Исецахине, Мис, изучата она, Джуа она, Ок она, Хаишин Адат Бакарбуджуа она, Ушинивона. Мана Александр Евгеньевич Кибрик, да. Илгай бачу сунака. Ил хавай каноб шинека. Илгай бачу сунака. Сахар бле малихе изгараб джадака. Вот Сахур, вся эта цивилизация, язык, все отсюда исходит, потому что именно вот Сахур, это и традиции, и обычаи, все. И самый такой настоящий литературный язык, это отсюда вот, сахурский язык. Это старинный город. Сахур, это огонь в крепости. Это, видите, как крепость. Микик 84 года врезался мне в память как что-то абсолютно древнее и архаическое. Из всех домов повыбежали люди нам навстречу, и очень-очень много детей, которые смотрели нас с таким изумлением, как будто на инопланетян. Я помню слова Сандро Кадзасова, который сказал мне: вот запомни, так примерно люди жили и в 15 веке. Электричество провели здесь совсем недавно. Сейчас же Микик – абсолютно современное селение, и такое же гостеприимное, такое же теплое и радушное, как и в 84 году. Оказывается, нас здесь помнили, и очень хорошо помнили все эти годы. Аскер фельдшер, который здесь. Вот я. Это вы! Да. Так вы же тогда знаете моего папу. Кибрик, как это? Вот про него пишут здесь вот. Да, вот прямо читаем. Прямо читаем. Прекрасный информант Аскер, местный фельдшер. Основной предмет его забот – рожающие женщины. Они стесняются приходить к нему на прием и обращаются за помощью только в крайних случаях, обычно уже с опозданием. Это девушка одна записывала. Вот, Микики, ну это просто что сама группа. Да, группа Блазгус. Да, это Вера, что ли? Я не у всех. Вера, совершенно верно, Верочка. Сейчас она Подлесская, тогда у нее другая фамилия была. Гальперина. Гальперина, да. Гальперина. Да. Она дружит с моим братом тоже. Вот это место как раз вы сейчас вы стоите, да? Это ваш дом, да?
Ах, да, Помню? Да, помню, да. Дедушка был, мой дед. Ага. Дед был. А У нас они были. Ибрик, Сандров, все были у нас. А как дедушку вашего звали? Джаббар. На лошади вы. На лошади я. Я же Только говорю, я. вы Это были. на 84 году это я. Я очень увлекалась. И папа Вы сказали, очень вроде мне сочувствовал. ипподроме или где-то занимались. Или... И тут он, видимо, тоже, он спросил, а нет лошадей? Потому что знает, Да, что я да. больше всего мечтала на Митек, лошади. молотва, зерна. Вот Вот она. как раз вот школа. Абсолютно. Вот Да, этот да, вот дом, эта да, вот школа, вот старый это, как раз. этот дом. Рюмочка свешивает. Повезло проходить. Спасибо большое. Отцом столько сидели здесь. Да, довольно трудно вот бывает. Годами 4 или 5 раз, по-моему, приезжал он сюда. Вот этот Кадзасов, Сандро. Да. Это Мира была, потом Вера была. Всех я не помню, конечно. Они интересовались особенно ночью, когда луна, вот звезды. Некоторые даже на крыше спали. А первую экспедицию я хорошо был. Я помню, она была вот это, один такой упитанный парень был, Саша. И еще Мира была. Кто-то старше сказал, Саша любит Миру, Саша любит Миру. Мы тоже дети, давай. Вверх вниз, Саша любит Миру, Саша любит Миру. Потом один раз я заглядываю в школу, коридор же был, где кино показывали. Она меня схватила вот так, оттянула к себе, я рвался, не получается, говорит, маленький. Тебе конфеты дала она мне, и как сказка, я помню, очень хороший конфет. Необычно. После этого все, я замолкал. Сандро Васильевич один раз удивился, один с другого соседнего селения отару оставил, приехал сюда зуб удалить. Ну, все-таки я кое-как удалял, но это же такое место, тогда машин нет, транспорт нет, чтобы кого-то в район отправить, 40 километров. И инструмент? Прямо сидя на камне там, где это родный. Сандро Васильевич так смотрит, удивительно, говорит, смотрит, где свод удаляет. Стоматологический кабинет, да. Сейчас как там, отец, извините, он Папы нет. покойный, Да. земля ему пухом В чем будет. дело-то? Да, я так и понял сразу. Вот мой дом как раз за школой. Я же постоянно оттуда выхожу, захожу. Вот так и познакомились. И приехали, и один раз это Сандро проходит. Говорит, соль нужна, говорит, вы не поменяете. Соль? У них была мелкая соль. Она, говорит, невкусная. Давайте, говорит, соль поменяем. У нас не меняют, пачку отдаю. У нас не принято это. Ехали мы в Махачкалу, двое ребят было на байдарках, тогда они тренировались, да, по Самуру. С Хуссура они сели, да, по Самуру. И они спрашивают, говорят, с какого селения? Я говорю, селение, там у вас гостиница есть, говорит. Я говорю, 60 гостиниц, 60 столовых у нас. А говорит, хозяйство, я говорю, 60, как это такое? Я говорю, 60 люди вас кормить, это гостиница, все нормально будет. Вот это да, говорит, вот это да. Вот каждый дом у нас столовая, каждый дом у нас и гостиница. Вот такой народ. Институт гостеприимства, он очень развит в Дагестане. И считалось, что если гость придет к вам домой, он как бы несет с собой вот этот баракат. Ну, баракат – это арабское слово, и оно переводится как, имеет значение там милость, божественная милость, там благодать. Собственно говоря, Александр Евгеньевич почему и полюбил Дагестан, потому что вот так вот стремились помогать во всем вот, экспедиционерам, и ему, и руководителям, и с машинами, когда там проблема, там, и когда с размещением. В своих воспоминаниях папа очень ярко описывает одну страшную историю, произошедшую в Микике. Группа студентов пошла гулять в горы и попала в сильный дождь. В горах это может оказаться очень небезобидным. Под склаву залезли там кое-как. Переждали, пока дождь перестанет. А с другой стороны уже селевые потоки идут. В это время Александра Евгеньевича там не было, когда мы там чуть не погибли. Он объезжал другие группы. И вот он приезжает через несколько дней и сталкивается с одним артефактом. Джинсы Саши Луботского, которые стоят в углу. Они стоят, потому что мелкий лес, который вот север этот, из чего состоит, несмотря на то, что его полоскали в Самуре много-много раз, он не вымылся. И, соответственно, после высыхания эти джинсы продолжали стоять. Он так на них посмотрел, а потом перевел взгляд на меня. А у меня, я так как должна показать, дело в том, что я закрывала голову во время камнепада руками, чтобы камни падали.
И камни падали мне на руки. И у меня вот эти вот части рук представляли собой сплошной синяк. Просто такой фиолетовое, значит, чуть сдутое. Александр Ильич посмотрел на это и сказал: что случилось? Я, значит, подумала и сказала: я упала. Дождь, когда пошел, уже начали беспокоиться. Потом собрали ребят, начали искать. И поднялись. Кто веревку, кто кирку, кто лопату. Где, может, проходить не могут. Поднялись в это время, они где-то под этим, как купол, скала была, под этим забрались и там сидят. И он не стал расспрашивать. Вот понимаете, это такая деликатность, но присущая ему, это не совсем деликатность обычного свойства, это деликатность связана с уважением к личности другого студента, молодого человека. В Микике произошло событие, сильно перевернувшее всю нашу экспедицию и наше внутреннее восприятие гор. Мы вошли в столкновение с какой-то стихией, которую не сразу могли оценить и понять, и даже изрядно рисковали жизнью. Наш маленький верный дрон внезапно потерял управление и перестал передавать сигнал. И мы потратили немало часов вместе с нашими кунаками, Красным Аскером и Расулом, скользя по влажным скалам в поисках нашего дрона. Моросил дождик, наступали сумерки, было плохо видно и, в общем-то, очень опасно для жизни. Слава Богу, все обошлось без трагедий. Просто пришлось как-то смириться с тем, что зима неминуемо накроет наш потерявшийся дрон, и мы его теряем насовсем. Совсем чуть позже, дома у Аскера, он рассказал нам, что в эту погоду, в эти сумерки с дождиком, совершенно точно рядом с крайними домами селения бродит медведь и лакомится шиповником, а может быть и стащит где-нибудь вяленое мясо или кусок колбасы. Он совершенно уверен, что никто не пойдет гулять из людей в это время. Отсюда родилась шутка Расула про то, что медведь украл наш дрон в подарок своей любимой медведице. Время шло, погода портилась, дрон не находился, и мы приняли решение двигаться дальше. Уезжая из Микика, мы ощутили эти первые шаги наступающей зимы. Мы просто увидели, как она поднимается ущельями и долинами вверх в виде ледяного белоснежного тумана. На корабль, похоже, море синим ты. Направился куда? Скажи, мой гельмец, рада жизни в тебе, прекрасные мечты. Светит солнце ярко над тобой, гельмец. Ну, правда, сегодня облака. Любуюсь я тобой, красота кругом. Полон свет и тепла твой каждый дом. Приглашаю я друзей, моя радость в том. Пусть сидят они у нас за суфрой, гельмец, вот как сегодня будем сидеть за суфрой. Вот такие стихи у меня есть. За этим перевалом уже Азербайджан. Раньше за 4 часа можно было уже оказаться там в Азербайджане, в Шеке. Разговор был, что люди приезжали, но я их не видел. Тот год я как раз поступал. Я Дербенское педучилище окончил. Теперь я учителем математики работаю здесь в школе. Абдрагим не был знаком с Кибриком лично, зато сегодня работает с Мишей Даниэлем, одним из лучших учеников Александра Евгеньевича, профессором Высшей школы экономики. Миша, как там? Нормально. Вот это вот мой папа в 84 году, вот мы с ним вместе ездили, это я. Это папа. Я помню, я очень молодой был, и мой брат здесь в школе работал. С ним он тут филолог был. Старший брат. Как звали? Герой. Да, прямо. Он родился это как раз месяц, день окончания войны. Да. Его
прозвали этот... Назвали, Дома сидели и изучали это, наш язык, гельмецкий диалект. Ну, вопрос задавал, потом произношение, а он записывал. Записывал. Да, Я расскажу, значит, как это начиналось. Он, молодой преподаватель, работал в МГУ. Он закончил МГУ с отличием. Он мечтал стать кинорежиссером. Да, но потом там есть практика, студенческая практика изучения языка. Да? И он, значит, был женат, его жены, сестры, муж был лакец. Вот он был свояк, лакец. И он решил приехать сюда. В 1967 году первый раз они приехали со студентами. Вот как раз вот они приехали сюда. И с тех пор они более 30 раз приезжали в Дагестан. А так 45 раз выезжали и на Камчатку, Памир, там, Чукотку, ну разные вот эти экспедиции, Алюторский изучали. А Дагестан понравился больше всего. Это самая любовь. Вот как, как народ принимает. У нас гостеприимство какое, вот мы всегда рады там и приглашаем домой. И поэтому он удивился, что вот так вот принимают. И здесь очень много языков. Мы, горы у нас под солнцем всегда были. Но когда еще у нас язык появился, и когда мы могли писать, это уже для нас второй раз уже начало солнце светить. Письменность. Да, письменность. И вот как раз этим, я говорю, пожалуйста, читайте вот эту книгу, увидите вы создание солнце. Литературного языка, создание. Да, создание. Вот это я говорю, это для нас уже солнце. Вот как раз как сегодняшний день я за баранами вот этюд написал. Сван комбо галечо чамра индира бахко. Вот чамра вот это туман. Чантам галка ачо захляна яхкрын. Öge ad bölük kılın. Avay kardeş kızına. Hasıkkan nubatın. Giramik mi işina. Gımır bişli arayınca ilaka kılba verir. Şeç bakıracanınca. Aleyhandesin yok. Kulak sırsır mıkan. Okmuşun ova kırav. Сафикр захосана, сагежницы в ленатав, а вот чамра дюзчинне. Вот сегодня вот этот туман, я говорю, он дружбе сегодня. Я за скотом пошел туда, Атарой, и вот эта чамра за мной. Чемра преследовала и нас до самого Лучека, где пролилась уже совсем проливным дождем, а затем посыпала и снегом. Нам претит обыденность и зелье, мы бежим от городских оков. Манят нас загадочные земли пестротой племен и языков. Манят нас загадочные земли пестротой племен и языков. Лингвисты, изучали языки наши. Вот руководитель был Кибрик, академик, вот она дочка Нина как раз. Приятно. Вы очень помните приятно. тоже, да? Вот, Да. Вы не работали с этими студентами? Нет, мы просто ходили, части у нас тут что-то спрашивали, произношение. А много их было? Сколько вы помните? Вот, 10-15 человек было, 10-15 постоянно. Манят нас загадочные земли пестротой племен и языков. Да, были. Здесь они у нас в школе оставались. Здесь остановились, жили? Да, здесь были они. Руководитель Кибрик. Не помните вы Кибрик? Помню. Мой папа. Короче, с ними работал, сейчас это как раз он директором был покойный Курбан Эмирович. Вот он был, потом бригада была его, короче, Курбан Эмирович был, потом Иса Сафарович был, и еще Гюльджан Кадыровна была, вот. Ну, они работали с ним. Да, бригада была с ними, да. Я тогда еще только окончил, приехал, да, тоже. Старинные слова у нас исчезают много, потому что раньше пользовались мы, скажем, валами, мололи, молотьба, исчезло слово. Столько, что такое дети не знают. Да. Не знают пшеницу от ячменя отличать. Мы уже собираем эти материалы колос сами в школе. Что такое колос, не знают. Да.
что такое сноп, не знают. Вот, видите, да. И методы молотьбы дети забыли. Забыли про старинные мельницы, забыли. И ручную, и такую мы вот тут небольшой этот собрали материал, показываем детям каждый раз. Но многие слова исчезли из обихода. Дикай. Это из кухонной утвари. Кружка. Кружка. Мы перешли на мишку. Вместо хеек кухни говорим. Вместо там каукыр, поварешка говорят дети. Дети больше на русском языке, чем на нашем уже. Больше. Преподаем. Уже начали. Все равно перешли на русский язык. Да, я бы очень хотела музей создать в Лучеке. Ну, у меня коллекция ковров старинных, которые мы ткали из натуральных ниток сами, что делали. Потом у меня коллекция ручной работы, тюлевой, что вязали женщины. Потом у меня коллекция посуды, сделанные своими же ручными, наши сельские женщины, которые лепили. И у меня медная посуда сохранилась. Да. Я с детьми хожу, постоянно собираю по горным этим нашим наскальные изображения. Это ученый с Махачкалы приезжал, мне дал 5000 лет. По этим старинным изделиям лучекских мастеров и мастериц как раз вполне можно изучать те самые потерянные слова родного языка, которые молодые забыли. Это я сама и узор нашла. Я вам 3 богатыря покажу мои. Какие я сама и на станок сама навязала. В этом доме живет учительница русского и рутульского языка Зоя Махмудова. У нас был завуч тогда в те годы Иса Сафарович. Сафаров Иса Сафарович. Мой муж умер, а я филолог, русский язык, литература, в старших классах работала. Он говорит: Зоя Шафиевна, вот пойдете в интернатское помещение, там свободное помещение, и он у вас будет спрашивать переводы. Мне как-то не так тоже стало, вот Дагестан же, с незнакомыми мужчинами разговаривать. Он спрашивал произношение. Вот он был. Вот он спрашивал. Вот он. Это лучший друг папы моего. Да, Они не разлей вода были всю жизнь. Да, Вот Кадзасов. да. Он сам тоже хорошо произносил наши слова. Да. Это он. Без Он акцента. гений в этом Без деле. акцента произносил. Но у нас тоже, вы знаете, рутульский язык в каждом селении свой отличается. Диалекты, да. Вот 6 километров Амсар. У них другой диалект, у нас другой. Там дальше Кина селе. Совершенно разные слова. Шина, например, вот эта салфетка, да, которой протирают стол. А мы говорим как. Тряпка говорим, да? Как. А они говорят хл. Хл говорят. Хл это рука получается или что там. На рутульском кушайте, уле. Уле. На амсарском ине. У На нас нашем или. Вот так. Такие отличия. И алфавит такой трудный. 56 букв в рутульском алфавите. Поэтому тяжело детям подается. И главное, вот в начальных классах изучается и родной язык, и русский язык, и кроме еще этого иностранный язык. Но материнский язык, родной язык нельзя терять, нельзя. Конечно. Сейчас хорошо, что вот этот уроки проводят. «32 года живую пел. Под фонограмму только перед президентом, перед республиканским На больших концертах. Да. Каждому району по 3,5 минуты дают. Поэтому там делаем мы Заранее вот запись. это. Фонограмма. Это, как сказать, как гимн рутульского народа. Это надо было подпевать со мной. Вот, я готов подпевать. Шанцила канı bıçıtsın Həmişə vaiz qaşın Мне сказали, что вы тут приняли всю экспедицию.
Был такой 28 человек. Смешнешь поехали, смешнешь обратно приехали. Сейчас-то мы доезжаем там за полдня, в общем-то, до этих сел. А тогда мы ехали с ночевкой обычно. И я вот помню, как мы переночевали по дороге в Рутуле. И я помню, что меня совершенно потрясло, что вот они всю эту огромную ораву, значит, они уложили дома, и всем выдали по комплекту чистого белья. Я думала, боже мой, как же это может быть? Да, я не говорю там, что всех накормили и так далее, но вот это свежее белье в высоких горах меня совершенно поразило. Для нас это, как вам сказать, это порядки вещей. Подвиг ради науки. Şansıyla kanı bıcısı Hemmişe vaiz gaşı Ya mihmannahtı Касим. После удачных съемок в Лучеке мы выехали в путь в настоящий снежный буран. Но наши новые друзья почему-то не стали оставлять нас у себя на ночь. Они приглашали нас, но не настойчиво. Это было необычно для дагестанцев. И только утром, проснувшись в тихом мирном доме в Рутуле у друзей Расула Муталова, мы услышали по телевизору, что в тех местах, где мы были вчера, происходят настоящие катаклизмы. Снег тает, сходят лавины, сели, камнепады. И тогда мы поняли, что высшее гостеприимство – это отпустить путника, чтобы он успел спастись и оказаться в более безопасном месте. Мы вышли в сад и оказались в настоящей зимней сказке. Ну, это мощная школа. То, что они сделали, они написали вот там вот эту книгу, вот сахорскую грамматику. Вот она на тот момент, можно сказать, являлась наиболее передовым мировой даже лингвистической науки. Вот на базе вот этого материала, собранного здесь, выдвигались новые теории, новые гипотезы. И это был очень такой весомый вклад не только в практику сбора дагестанских языков, но и в теоретическую лингвистику. Но один очень важный момент – это грамматики, в конце концов, довольно подробное описание многих языков Дагестана. Во-вторых, сопоставительный словарь дагестанских языков. Это что-то, это феномен, что-то замечательное. Ничего подобного не было до этого, и до сих пор, насколько я знаю, нет. Важное открытие типа еще фонемы, о которых мы раньше не знали, тоны. С этой стороны, вот даже, наверное, оценка, вот такая оценка для этих экспедиций, которые вот проводились под руководством Александра Евгеньевича и Александра Васильевича, пока не дана еще, мне кажется, потому что все-таки вот и для европейского специалиста обычно бывает интересно то, что написано на английском языке. В поздних 60-х годах или в начале 70-х лет почти никто из американских лингвистов не знал по-русски. Но тогда случайно было целое поколение тогда молодых лингвистов, славистов и общих лингвистов, типа меня, скромно если можно сказать, Греф, Корбет и другие. Нам как-то удалось достаточно говорить о другим лингвистам. И надо сказать, тогда Боб Диксон в Австралии сразу понял, что там важно, и тоже начал говорить о Саше, делать его работу известной. Познакомились главным образом вообще с технологией, с методикой работать группой. Это, по-моему, одна из самых главных, как это сказать, достижений киберговской методики. Работать группой
очень быстро собирать очень много данных. Они составляли сопоставительные словари дагестанских языков, и иногда человек по 40 приезжало в экспедицию. Они работали разными бригадами. Некоторые, значит, бригада, одна группа останавливалась в этом селении, другая группа останавливалась в другом селении. И Александр Евгеньевич и Сандро Васильевич ездили все время между группами, давали задания, проверяли, как они тут, чем они занимаются. И на самом деле не было телефонов, не было хороших, нормальных дорог, не было, как машин, которые ломаются, там погода. Колоссальный труд, который человек может на себя взять, вот эта ответственность. Их надо и кормить, надо беспокоиться об их безопасности, там, допустим, да, там руководители, чтобы все работали, назначать грамотных, хороших именно вот руководителей, которые могут организовывать. Это тоже нелегкая работа. Вообще Александр Евгеньевич, конечно, был потрясающе талантливым человеком с точки зрения организационной. Он и с остальных тоже точек зрения был очень талантливый человек, но с этой точки зрения меня просто это все поражало. Как он быстро, точно и правильно решал проблемы, которые возникали, даже когда уже вроде бы все предусмотрено, все равно проблемы какие-то возникают, но все быстро решалось. Все было организовано, но не слишком, так сказать. Да, Александр Евгеньевич умел находить эту грань, да. Так что все было в порядке, но не очень, так сказать. Это не очень жесткие рамки были, да. Это блестяще сделано, по-моему. Это вот Александр Евгеньевич умел делать так, что как бы структура была незаметна. Незаметно, что на самом деле за всем этим стоит хорошая организация. А как бы все это было очень естественно. Вот у него все получалось так естественно. И работа, и все остальное. И веселье, и прогулки, и все на свете. Как-то вот он умел все так сделать, что все как будто бы само собой. И только когда я поехала впервые без него, я поняла, что за всем этим был он. В Дагестане наш Рутул символ власти гор, он самуру тариш из-под облаков. Наши здесь говорят в семье языках, люди кунаки живут в мире и в ладах. Наши здесь говорят в семье языках, люди кунаки живут в мире и в ладах. Дивный край, суровый край, поднебесный рай, звуком скалям назурным подвиги играй. Уголок загадочным, отчизны святой, Россия славит Дагестан, он стоит горой. Я помню, прекрасный мужик был. Он интересовался этносом, как народ. Александр Евгеньевич. Традициями, обычаями нашими. Просто прекрасный человек. Таких людей мало. Если таких побольше было бы, клянусь, Россия была бы великой державой. Таких мало, но на них и держится, на таких людях держится. Вот мы сейчас создаем... Наша Родина, на них и держится. А вы на папу очень похожи. Очень и улыбка ваша, и лицо ваше, и ваша доброта тоже. Память о нем вечно будет жить и в наших сердцах, и в ваших сердцах, и у всех, наверное, и у всех. Он оставил такой добрый, очень такой след, поэтому я считаю, что он не умер. Слава о нем будет жить навечно. Люд – последнее селение на пути нашего следования вниз по руслу Самура и единственное в Рутульском районе, где говорят на лезгинском языке. Здесь особый говор ахтынского диалекта. Экспедиции в Хлюте были в 73-м, 74-м, 79-м и 84-м годах. Где эта дочка Киприка? Вот она. Салам алейкум, здравствуйте. 81 год, чувствую себя прекрасно, бодро. И особенно, когда я узнал, что приехали вы, то вообще на седьмом небе. А ты помнишь, когда ты приехал, была здесь?
Да, 84-м. Прекрасно, что ты помнишь об отце и как его, и продолжаешь дело отца. Память об отце хранишь. Это похоже на Кибриков. Ты же из семейства Кибрикова, этого великого художника. Вот шел, я внуку рассказывал, я говорю, ты помнишь, в 7 классе есть учебник литературы 7 класса, там есть рисунок Кибрика, Тарас Бульба, с Юркой, с таким большим лицом, ну, типичный украинец, казак. Вот я ему рассказываю, я говорю, это дедушка той девушки, которая к нам приехала. Точно. Ты была с ним? Да, в 84-м. Да. Слушай, это когда я вам подарил эту самую карту Дагестана, как его, снял со стены. Было такое, как во сне, вспоминаю, точно. Они многое дали и мне. И я старался им тоже кое-что из лезгинского языка, из говоров, особенно из диалектов лезгинского языка кое-что говорить. Произношение спрашивали, и они спрашивали бытовые слова, да, именно те слова, которые, например, исчезают, и которые характерны для языка, понимаете? Хлер хныбар осталось в хлюте. Хлер хныбар, значит, муж и жена. А вот у хлюте пол. Вот у зрыхцев это хны. Есть этот пирог. Я это после Кибрика и этого Сандро стал вот в ухлюдском языке пирог не называют цикеном, называют его афар. А у зрыхцев цикенар, это значит старое лезгинское слово они сохранили. А у хулицев сохранили, поговорка осталась, Аличин цикенит Ириханову. Значит, его лицо стало красным, как пирог. Ну, оно же жареное, поджаристое такое. В основе литературного языка взять тюринский диалект лезгинского языка, это косумкенский диалект. А мы ближе все-таки к косумкенцам. Хотя очень большая разница между хулицким говором и косумкенским тоже. Зрысты говорят, они почему-то ёкают. Вот что-то такое они говорят. Вот, ахтынцы ухоза по кавала кадгаза. Они почему-то з употребляют много. Вот. А у этих косумкенцев, ну, я имею в виду кюринский диалект, они вот хода, они вот как лезгины говорят, пьет, хозво, хода. Ахтынцы говорят ухоза. Я сама аварка, а живу тут. И я знаю оба языка, хотя я чисто не могу на лезгинском говорить. Но я вижу, общий корень во многих словах есть. Конечно, потому что эти языки образовались от одного протодагестанского языка. Вот мне что не нравится у моего народа, мы сильно применяем в своей речи, особенно в последние годы, русские слова. Я не против русского языка. Русский язык – это язык общения народностей Дагестана. Если русского языка не будет в Дагестане, мы друг друга вообще перестанем говорить. Но они теперь слово по-лезгински, 2-3 слова по-русски. Птичий русский, понимаете, получается? Птичий русский язык. Это некрасиво. Да, и не лезгинский. Это показывает ограниченность этих людей. Среди учителей тоже такие. Я их стараюсь одергивать. Я говорю, слушайте, так не делайте.
Азербайджан мы решили ехать налегке, оставив машину на границе. С той стороны нас ждал племянник нашего хиналукского кунака Табдыга Мубарис на своей ниве. Из рассказов старых экспедиционеров мы слышали, что это труднодоступное село, столетиями жившее изолированно в горах. Однако нас ждал сюрприз в виде асфальтовой дороги. И вот мы гладко катимся среди диких скал, хотя все равно временами жутковато. Был какой-то случай, я помню, когда просто колесо грузовика оказалось прямо вот рядом с пропастью, и еще какой-то там несколько сантиметров и полный капут. Ну вот как-то удалось вытащить машину, и все обошлось, слава богу. В те времена, когда мы ездили, все было опасно, вот именно не со стороны людей, а со стороны природы. Да. А пока на корабле надежды наши не смолкают голоса, полные доверия невежды, подставляем ветру паруса. Итак, Хиналук – дагестанское селение на территории Азербайджана. Первая экспедиция Кибрика сюда была в 1970 году, и это только начало. Начало более чем 30-летней истории научных исследований. Результатом двух первых экспедиций 70 и 71 годов стала книга «Фрагменты грамматики хиналукского языка». В последующем экспедиции МГУ были здесь в 80-84 годах, а экспедиции 2007-2008 годов стали последними для организатора и бессменного руководителя полевых лингвистических исследований МГУ Александра Евгеньевича Кибрика. Последними из тех, где он лично принимал участие. В Хиналуге нас гостеприимно встретил Табтык, принял у себя дома и помогал нам во всех наших делах. İlgiyat kolu 2. tepe öğretme. İl Kibrik'tir, kabıdır ve biz tom kursu. Ketedimiz miçeşkil meşguluksu. Здравствуй. Добро пожаловать. Это все говорим. Круг облака, открытие облака. Как и тогда, в 2007-м, экспедицию Кибрика, Табтык радушно принял в своем доме и нас. Его дом стоит как раз над старой школой, где жили тогда участники первых экспедиций. И с тех пор дружит с некоторыми из них и, естественно, был кунаком Александра Евгеньевича Кибрика. Сейчас он предприниматель, владелец магазина. Давайте, сюда. Заходите. Да. Мне трудно не бывает. Я не будет, да, если месяц оставайся. Символично также, что Хиналук стал первой экспедицией для сына Александра Евгеньевича Андрея Кибрика и, возможно, определила его дальнейшую биографию. Андрей пошел по стопам отца, стал лингвистом. В настоящее время директор Института языкознания Российской академии наук. Когда мне было 7 лет, папа в первый раз взял меня в экспедицию, и поехали сразу, я попал сразу в очень такое экзотическое место, в Хиналук, высокогорное селение в северном Азербайджане, говорят там на языке, который родственен языкам Дагестана. Сам Хиналук расположен на очень высокой горе, такой голой горе, и на меня сильное впечатление сразу произвело то, что там прямо посреди площади валялись рога козлов такие огромные. И одни из этих рогов мы подобрали и потом даже привезли домой. Мне казалось тогда, что это такой удивительный, ценный объект, а вот тут он просто под ногами лежит. По-азербайджански название селения звучит как Хыналык. Расположено оно в Губинском районе над рекой Кудилчай, на склоне главного Кавказского хребта на высоте примерно 2200 метров над уровнем моря. Старая дорога. Вот она, вот по ней папа пришел, да? Оттуда пришли. Видно, да? Вот так вот, да? Поперек горы. Да. Вот туда. Вот это папа там шел. Необыкновенной красоты там это место, вот холм там этот, внизу река протекает, долина такая идет, уходит от этого холма.
вообще очень красиво все. И какое-то вот это место романтичное, с одной стороны, а с другой стороны, оно удивительно еще тем, что хинолукцы – это какой-то народ, который составлен из нескольких этнических групп, но все они потом перешли в хинолукцы. Там было, например, какое-то старое кладбище горных евреев. Там были люди с совершенно армянской абсолютно внешностью, с таким характерным каплевидным носом. Вот. Там были рыжие хинолукцы какие-то, ну, тоже есть такой кавказский тип, совершенно рыжий. То есть и с точки зрения вот самого населения хинолуга, и с точки зрения природы, и с точки зрения языка, конечно, это абсолютно удивительный язык, но он одноаульный, на нем больше никто в мире не говорит. И хинолукцы к нам постоянно приступали с вопросом: а что, на хинолукском вообще нигде не говорят? Мы говорим: нет, нигде. И в Америке тоже не говорят. И в Америке не говорят. А, тогда мы знаем, зачем вы сюда приехали. Вы хотите изучить хинолукский язык для того, чтобы потом тайно на нем разговаривать. Без шифра. Хорошо знает папу. Да. Onlarla çok oturduk, onlarla dil öğrenmeye 2-3 yıl dalmadan geldi. Belki bir iki destesi. Хороший человек был, 3 раза пришел сюда говорить о царе. Традиционно хинолукский считался одним из лезгинских языков, внутри которых он объединялся по географическому принципу с крызским и будухским в так называемую шахдакскую группу. Однако сейчас его рассматривают как отдельную ветвь нахско-дагестанских языков. Язык у них на самом деле изолированный. Грамматика у него и лексика, она вполне самостоятельная такая. Ну, конечно, в рамках вот этих северокавказских языков. Ну, для меня это был вообще первый кавказский язык. Вот. Александр Евгеньевич нас с Мишкой послал вперед для того, чтобы мы, во-первых, все разузнали, во-вторых, связались с народным поэтом хинолуга Рагимом Алхасом. Но у него были какие-то каналы, по которым он через знакомых лингвистов, через грузинских, через дагестанских, через азербайджанских все узнавал. Рагим вообще, у него судьба такая была своеобразная. Он из хинолуга ушел пешком учиться в Сумгаит. Там он устроился рабочим и публиковался в малотиражной газете этой заводской. Писал стихи по-хинолугски, да, и переводил сам это все на азербайджанский. Вот там он, собственно говоря, познакомился с Расулом Рзой, это такой был тоже народный поэт Азербайджана, с другими какими-то поэтами, он посылал им свои стихи. Вот, а потом он закончил то ли заочное, то ли вечернее отделение университета, и он стал директором школы в хинологии. Он такой оказался радушный хозяин, суровый такой, вот, но с юмором, с своеобразным таким. Вот, и стихи у него. Астига, тачоsun, аджигалузу, тунорер махак эал юк вармяс. Явых саск туршин хайту дах касыр. Вы унгвим чережме аргаб коль ласыр. Ну, там еще что-то есть, там, но я просто дальше не помню. Но звучит так сурово, хотя стихи о любви. И рассказывается там о том, что вот он обращается к своей любимой девушке и говорит, что, в общем-то, ты так не гордись, что я к тебе питаю такие нежные чувства. Я больше всего просто люблю родинку в твоем лице. Сегодня у Рагима Алхаса тоже есть последователи. Лыгылыр за тухлаташ мишкужма калабр, качандыр чкафе гешчижма за табр. Хинага машину тагжима курабр, кюрюме кресу яш михонда. Это наши деревни как устроили в старое время. Старые люди как трудились, все это построили, действительно трудно. Вот камни, которые эти дома строили, это все они таскали. Как они таскали? Которые снизу. Которые вам сказали, этот камень должен быть, это нету.
Да. Это все снизу, где река. Река от реки. Оттуда таскали деревню по одному, по два, по три, по 4 камня и построили вот это. А вот эти, которые наверху мы видим. Это вообще бревна, издалека, да, где да, нет леса. вот это, как называется, я забыл. Бревна, да. Бревна они тоже таскали, Как таскали? лошадами, руками и построили вот эти деревни действительно. Лес далеко. И поэт говорит здесь, что с таким трудом эту деревню построили, а сейчас, говорят, все изменилось. Это хналыкская история почти. История, да. Можно сказать, не к лучшему. В 90-е, начало 2000-х годов много людей покинули Хинолуг, бросив дома предков. Часть строений разрушились совсем, другие частично. Тем не менее, в 2001 году правительство Азербайджана приняло решение развивать тут туризм. С тех пор в Хинолуге образовалось целых 3 музея. Один как раз в старой школе, где останавливались экспедиции Кибрика. Целый лет он здесь был, они. Прямо в этом доме он жил. Селение было включено в список исторических памятников, имеющих всемирное значение ЮНЕСКО. Сюда провели асфальтовую дорогу, и с 2007 года вся территория аула стала государственным историко-архитектурным и этнографическим заповедником. А это означает, что теперь тут ничего нельзя менять. Например, плоские земляные крыши на железные или шиферные, окна на пластиковые и так далее. Некоторые успели это сделать до того, и сейчас существует план, чтобы вернуть все как было. Единственное, что пока не решено, какие материалы использовать, чтобы все-таки не надо было так часто ухаживать за этими глиняными крышами. Ведь чтобы они не текли, каждый раз после дождя их надо укатывать специальным катком. Шекил компьютерлардырка. Чингиз Мустафаев зо сам кетфан адырка. Лилка бе мудад срог айкетиш. Qurul hatam xan anqar, yamajilla lenjir damdam anqar, yani qubli şekil eray bıçıkı qasımkar. Лилка бе мудад срог айкетиш. Наши деревни, которые окружают наши гора, каждом свои имена есть. География это. И говорит, что когда до асфальта, когда асфальта не был, было известно не очень много. А после этого, говорит, стал очень известно. Уже сюда приезжает, да, много. Весь мир уже сюда много стран. Мы даже не думали, что такое время придет. Из Франции, из Италии, из Америки приедут. У себя в магазине Таптык завел специальную тетрадку, в которой приезжие записывают свои имена и впечатления о Хинолуге. В 2009 году начал это деревник. Все туристы, весь мир здесь люди есть. Можете читать, можете писать. Это конец кончался. Закончилось это визитная полностью. карточка, это деньги, проще. А еще это начал. В июле 2018 года. Это самое прекрасное место во всем Азербайджане. Благодарим за гостеприимство. Процветайте и не забывайте свои корни и традиции. С наилучшим пожеланием. Лиза Коба. Здравствуйте. Сам я знаю его. Да? Видел, да. Помните его, да? А он с вами тоже работал? Или... Нет, я не работал. Там учитель есть. Русский язык, он хороший знает у нас в школе. Они переводили. Значит, мы сейчас будем записывать словарь хинолугский. Вот. И будем так поступать. 5 слов. Значит, проверяем, исправляем, а потом записываем на магнитофон. Фундамент или большой дом. Бина. Бина. Так. Бинардер. Бинардер. Особый вид работы – запись словаря на видео. Словарный материал, который надо озвучить, предварительно проверяется. Это как репетиция. Цазердер. Цазердер. А есть название, соответственно, там бедро, колено, вот, поэтому я голень. говорю, пача рыца. Вот это пача. Это пача. Пача. А это анг. Анг цуткотма. Это колено, правильно? Да. Это бедро. Это значит... Голень. Ага. И все вместе Две пача. А Сандро
Саша Архипов, Александр Евгеньевич. Александр Ну, его все Евгеньевич. Кибрик Да, просто. Да. Просто мы назвали его Кибрик. Кибриком. Да, его все, весь Дагестан так называет, Кибрик и все. Да, 70-й год как раз я учился в институте имени Ахмадова, русский язык и литература. Потом как раз после сессии я приехал в Хинолуг, да, в село. Летом. Да, летом. Как раз они были, большая экспедиция. До тех пор в Хинолуг другой ученый был из Дагестана. Он написал грамматику хинолугского языка. Там были ошибки, конечно, он работал одним человеком. Да, да, один человек. А уважаемый Кибрик привез туда большую экспедицию. В том числе несколько ученых было. Это большой труд был, хорошая книга была. Фрагмент хинолугского языка. Для меня это была самая удачная экспедиция с научной точки зрения. То есть мне Александр Евгеньевич вроде бы дал такую, ну, не очень тяжелую тему местоимения. Но я там нашел достаточно много очень интересных вещей. А кроме того, потом мне досталась еще тема показателей ориентации движения в хинолугском глаголе. Они просто так, например, не могут сказать «он идет». Они должны сказать, он идет от говорящего вниз, от говорящего на одном уровне, от говорящего вверх, или наоборот, к говорящему вверх, говорящему на одном уровне и говорящему вниз. Вот. Это обязательные там вот такие привербы появляются. И многое из того, что нам приходится как-то описательно обозначать, у них это благодаря этим привербам, ну, например, там курить, у них тянуть на себя вверх. Почему вверх, не очень понятно, но как-то вот так. Или там зуб вырывать тоже на себя вверх. Там особенно интересное положение было, когда заглазные действия происходят, потому что, ну, понятно, что ориентация происходит по местности и по говорящему. А если пространство условное, то там должны быть какие-то другие правила. Вот. И вот я с этими правилами тоже разбирался, нашел очень интересные вещи. Ну, кроме того, я там открыл еще замечательную такую вещь, что там есть 3 вида принадлежности. Одна неотчуждаемая, другая отчуждаемая, и третья родовая принадлежность. Там есть специальный показатель родовой принадлежности. И там, скажем, если говорится про лошадь какую-нибудь, там, они говорят, наша родовая лошадь – одно местоимение, наша колхозная лошадь – это другое местоимение, и причем там есть эксклюзивные местоимения, то есть включающие говорящего и исключающие говорящего. То есть там очень сложная система. Вот, очень красивая. И вот вместе с этими показателями ориентации, с местоимениями тоже, которые тоже были ориентированы на различную высоту по отношению к ориентиру какому-то там, ну и так далее. Все было безумно интересно. И работа была тоже организована предельно рационально. То есть каждому был дан какой-то отдельный участок грамматики. Я вот занимался местоимениями, там Миша существительными, Таня Зевахина прилагательными, Тамара Погибенко и Александр Евгеньевич занимались глаголом. Там, ну, в общем, все занимались вот такими своими темами. Очень смешно было, когда нам нужно было, допустим, купить носки в хинологии. Там продавались очень красивые такие вязаные из пушистой шерсти носки. Вот. И вот мы шли толпой. Местоимение, существительное, прилагательный глагол, собирались вместе, один говорил местоименное нечто, второй говорил нечто именное, там третий прилагательный, четвертый глагол, так получалась целая фраза. Было очень, в общем, забавно. Мой, да, стирает. Потом руками еще. После этого. Несут что-то, вот свадьба, это несут невесту. Невесту. Ее приданое, да? Да, не приданое, приданое потом. Вот. Это как бы несут, что это наша невеста. Девушки несут. Так что это говорит? Видите, когда все дома были развалены, дома ни одного не было. Конечно. Все дома были, одежды все, вот все виды по-другому. И главное, тут цвет уже есть, красный да, платочки. Вот это уже свадьба, вот это поют. Вот, самое, да.
Сейчас нету, да, ни одного? Нету. Но для меня, как мое детство так прошло, это все для меня очень интересно. Я узнаю, что моя деревня. А сейчас не узнаю уже. Теперь вот походу я знаю. Походку, даже лицо, да? походу Вы я уже знаю, видите, что... А вот Адя, это мой брат маленький. вот это, про это да, говорили? Да. Ну, в этой экспедиции, конечно, запомнился еще очень сильно инцидент, который именно со мной произошел. В какой-то день поехали на пикник куда-то в горы, и там у ручья жарили шашлык. А берега ручья заросли растением, таким трубчатым, то, что называется борщевик. И из него студенты шалили, делали такие трубки, как бы подзорные, и можно было даже что-нибудь через такую трубку плюнуть. И потом оказалось, что эти трубки были страшно ядовитые. Там был жгучий такой сок. И у меня полтела после этого было покрыто такими волдырями. Была очень высокая температура в течение нескольких дней. В общем, довольно опасная была ситуация. А студенты, в основном студентки, девушки, которые тоже развлекались этим растением, пострадали, но не так сильно. Ну, я 2-3 дня просто лежал. Я был как-то забинтован, и нельзя было шевелиться. Были такие вот на руках и на ногах водяные волдыри. Будучи маленьким ребенком, я вот сам смысл экспедиции оценить не мог. Для меня это было такое приключение. Вот кроме этого инцидента с борщевиком, все остальное было очень здорово, интересно. Я ходил гулять, меня ребята брали с собой на прогулки. Она была, с моей точки зрения, какой-то необыкновенно удачной и идеальной. Он так распределил роли, что те, кто уже побывал в экспедиции, они брали под свое крыло неопытного человека, который ехал туда первый раз. После нескольких дней работы устраивались конференции. Значит, мы все собирались и по очереди докладывали, что кому удалось нарыть. Это было очень полезно, потому что, во-первых, уточнялась фонетика. Сандро обнаруживал благодаря вот этим конференциям какие-то новые звуки, которых он не видел, да, то есть не слышал до этого. Вот, и их каким-то образом осваивал, на следующий день проверял там. И, кроме того, тем, кто докладывал о каких-то явлениях в своей теме, остальные накидывали примеров каких-то еще. То, что Кибрик делал, это как целая команда делать вместе половую лингвистику. У нас и в Европе это половая лингвистика более часто один человек идет и занимается. И тот про команды, где все работают вместе и потом друг с другом все обсуждается, это был новый, я думаю, для мира. И из-за этого, и как это тоже часть образования студентов, это стало знаменитым во весь мир. И когда студенты из России поступают на аспирантуру в Европу или в Америку, и у них был опыт с этим, это легче для них успешно поступать в этих иностранных университетах, потому что они уже эксперты в этот знаменитый кибрикский половые лингвистик. Но это очень, очень важная вещь и для студентов, но и для лингвистику. Я думаю, что постепенно это более делается, но нужно такой гениальный организатор, как Кибрик, и таких мало. Это большой счастливый человек, что оставил, да, что-нибудь в жизни. От себя. И таким, как был Кибрик, ученый. Огромный труд этой экспедиции в том, что во главе Кибриком создавал алфавит. И с этим алфавитом Рагим Алхас
Писал. Написал стихотворение в хронологическом языке. Впервые. Ну, впервые, Первый да. вообще Впервые, человек. да. Асыр херц индама кетшимиц. Кахявам хинамиц или лику шиц. Кирехаки како хаялер завах. Хамиц лику врвальяхтум бухтадах. Здесь говорится, что если молодые семья, они маленькими детьми общаются по-азербайджански. А поэт хочет говорить, что не надо сначала поступиться наш язык, это наши дедушки, прадедушки разговаривали этим языком, но этот язык еще неизвестно откуда брался, очень старинный. Поэтому он хочет говорить, старинный не терялись. Вот, которые хотят уезжать, вот их дома разваливаются, чтобы не уезжать, переезжать обратно. Ой, вот какие поэт про это говорит. Прекрасно. Что... Весь мир знает уже хронологу. Да, да. За это Кюрку спасибо, что он дорол да. Хронологу танытмага он дорол, büyük rol olub. Огромный ролл. По-моему, Конечно, был У Кибрика. У Кибрика, потом его сотрудников. Это незабываемое, неоценимый труд. Скрипеть. А Цырыл это как домашка. дверь откроешь, да? Да. А не цырылдамышка, а жырылдамышка. 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 Тоз жырылдамышка. А не говорим сырылдамышка. А здесь написано, да, это? Вот нужен справка. Мы никогда не будем забывать его. И для хронологического языка профессор очень много сделал. Помогал, чтобы жить это язык. Мы создали новый алфавит с Сандровичем. Я предлагал ему, чтобы мы сделали такого алфавита, чтобы она выходила на международную арену. Потом приехали с профессором еще один группа из Канады, УФИК С. Я собрал их, эти два группы вместе, и мы договорились, чтобы наш алфавит был по-латинскому. И профессор согласился, и мы создали новый алфавит. Очень благодарны за профессора, за то, что он сделал эту силу этого языка. Азербайджанцы говорят «Аллах рахмет элесин», хронологцы говорят «Усар рахмет чаква», а русские говорят «Мир прах», правильно? Совершенно верно. Мы очень любили его и помним, и не будем забывать. А участники экспедиции не могут забыть Хинолуг. В Хинолуге туман, значит, выплывет снова на самой вершине одно окно, как будто уставшего встретить готово, как будто бы в башне высокое одно. И я уже жду, оно как в пустыне, расплывчатым пятнышком в темноте, снова в глазах у меня застынет, как солнце у церкви на золотом кресте. Меня охватило необоримое желание оказаться в селении Будух, потому что это было единственное дагестанское селение, в которое папа взял в экспедицию мою маму, Антонину Ивановну Коваль. Эта экспедиция оставила неизгладимый след в ее памяти, и она рассказывала о Будухе гораздо больше, чем все другие экспедиционеры о многолетних экспедициях в Дагестан. Отправиться в последних числах октября в селение Будух было чистым безумием, как выяснилось потом. Наш водитель, однако, и бровью не повел. Он мгновенно согласился и сказал, что, конечно, мы едем в Будух сейчас же, как только мы захотим. Мы поднимались по бесконечному склону, представлявшему из себя реку грязи, в которой тонуло множество крупных круглых булыжников. Но все-таки это было больше похоже на дорогу, чем окрестная равнина, покрытая еще более крупными булыжниками. Ясно было, что отсюда нас никто никогда не спасет. Прямой опасности для жизни вроде бы не было, но для легковой машины, для Нивы, это было смертельное испытание. И она его выдержала.
Поскольку в Будух практически нету дороги, его обитатели очень редко делают вылазки из своего селения. Они 10 раз подумают, прежде чем пуститься в путь. Глинобитные дома, плоские крыши, вся архитектура Будуха сохранилась практически в первозданном виде с тех времен, как здесь была папина экспедиция. Потому что сюда просто невозможно доставить стройматериалы. В селении Будух это, так как и Хинолуг, такой особый язык, относящийся к дагестанской семье, но расположенный в Азербайджане тоже на высокой очень горе. Селение было расположено, и так получилось, что мы ехали туда глубокой ночью. Поднимались, когда уже совершенно было темно. Сначала мы поднимались как-то в тумане, и шофер, который сидел за рулем нашего грузовика, он даже радовался, что был туман, потому что не видно было, что там в пропасти сбоку от дороги. Но в какой-то момент мы вдруг вырвались из этого тумана, поднялись фактически выше облаков, засияла яркая луна, и вот при свете этой луны мы въехали в Будух, и там нас ждали. И вот в это уже позднее очень время нас посадили, кажется, даже не за стол, а просто на полу. Было такое угощение, вначале чай. Мы были страшно голодные, но как-то кроме чая ничего не ожидалось. И вот пришлось налегать на сахар, который придавался к чаю. Ну а потом, спустя час или полтора, вдруг появилась еда, и тогда уже оказалось, что можно было чаю так много не выпивать, а просто проявить некоторое терпение. Когда мы добрались до Будуха, тут нам сказали, что Кибрик приезжал сюда совсем по другой дороге. Вот то была дорога экстремальная. Kibrik. Bu bir sene tadı yukarı tepenin üstünde burada bir adı da var. Ona yazıp Dağıstanski rayon, nemle ula gelip burada kalıblar neçe vakit. Belki bir 2-3 ay kalıblar. Tırmesiz. Tırmesiz. Вот именно, да, вот он постарше, это он молодой, это вот я. Ben onda yokudum burada, ben Bu özü de, bu da atası da. Есть там конфеты, я могу взять в машине. Ularda olur, ularda olur. Öz atasının sayesinde, atasının sayesinde Moskva'da operasyonlu, Nemlioğlu kızı, Bilal'ın kızı. O da ki ulanın sayesinde olur. Ular bırakmadılar. Onda Rus Moskva'ya gitmeyi yok idi, Dağıstan'a gitmek mümkün değildi. Yok, brat, операция. Москва. Ваши папа помогали. Вот так. Еще одно отличие от нашего российского Дагестана ждало нас в Будухе. Здесь люди практически отказались от родного языка. Они целиком перешли на азербайджанский. Не говорите по-будухски. Вообще. Вообще, да. Все отказались. Оказалось, что есть только один друг, который давно живет на плоскости, и с которым он может поговорить по телефону по-будухски. Один друг. Мы попросили сказать на память несколько слов на родном языке. Ve adı sadece İve. Bu ikinci acbe, daha böyle ada. Acbunda İve V'de. Gayece adı bunda tur gezmişsin. Kapı bir, orada bir yok yazı, temizliğe, atası. Kira acbe ikinci mektep cennet. Mektepcinin ikinci ve kumak suyu bazında da. Demeli Ahmet benim kömeği buna, Selim benim kömeği. Kumak suyu, Bilal kumak suyu. Kila Bilal cennet ikinci acbe. Sırf şu bu diyor kurduğu Bilal cennet ikinci. Halit benim. Bu Halit benim. Yaxar bakalım ikinci zın ala dövgü üsada. Zın qeşdi ve bakacağız. Kısa müddet çizin qeşdi. Adı şu budur. İliye bakacağız. Adı insandır. Kira kavat ikinci mazına kaç ikinci ala dövgü. Deveşe sayızın deveşe kaç ikinci. Halit benim. Kira kitabın nasıl katılıyor ilakıdır. Bu cezarı bir. Помните? Помню. Ой, как хорошо. Папа, это он молодой. Вы его видели, да? Видели. Ладно. Ай, как... Помню.
Зато в Будухе нам встретилось настоящее чудо. Мы увидели памятник экспедициям Александра Евгеньевича Кибрика и Сандросича Кадзасова. Нас послали туда наши новые кунаки, сказав, что там написано что-то такое Советский Союз. Оказалось, что при въезде в Будух стоит одинокая скала, на которой высечена совершенно отчетливым шрифтом, без единой ошибки, следующая надпись: «Московские лингвистические экспедиции». 100%, что ни один будухец не способен был бы написать такие сложные слова на этом забытом русском языке. Но наше расследование пока не привело ни к какому результату. Мы так и не узнали, кто же написал эти заветные слова и установил таким образом памятник папе в азербайджанском Дагестане, в дагестанском Азербайджане. Спустившись из недоступного Будуха, мы отказались наотрез от идеи посетить еще и Крыз. Правда, наш милый водитель Мубариц любезно предложил нам это, но мы твердо сказали нет. Однако нам встретилось дивной красоты стадо овец, которого пасли, как выяснилось, пастухи из Крыза. И эти юноши согласились для нашего фильма сказать небольшую речь всему прогрессивному человечеству. Напряженная полевая сессия закончена. Но это только начало. Предстоит компьютерная и лингвистическая обработка собранных записей, выявление возможных просчетов и ошибок, а затем новая полевая сессия. За 9 дней сделано очень много, но все еще впереди. Мы рады как родственникам вам. Вы наши родственники. Этот человек создал связь Москва и цари. Я думаю, человек правильно прожил свою жизнь. Я думаю, что там и счастье, и любовь, и самое-самое человечное, которое должно быть в человеке. Так что мы для нашего друга Кибрика будем играть музыку для него. У него душа вот сейчас на нас смотрит. Января мы проснулись от телефонного звонка. И вот в трубке, полным ликования голосом, кричал наш друг Аскер из селения Микик: «Он нашелся! Ваш дрон нашелся!» Все это время он просидел на кустике, и в этом кустике его нашел Чебан Махмуд, который гнал свой скот по тропе как раз вдоль реки. Поразительно то, что за все эти 2,5 месяца в горах так и не выпал снег. На нем не было ни одной царапинки, у него не поломалась ни одна лопасть пропеллера. Он был абсолютно цел. Ой-ой-ой, есть жизнь!
Так, ну все, хоть проход есть. Дальше уже как получится. Запоминайте синеву безоблачного неба, запоминайте белизну непокоренных гор, запоминайте шум ручья и вкус ржаного хлеба, уединение покой и высоты восторг. Запоминайте мерный ход свободного движения, запоминайте скрытый зов безмолвной красоты, запоминайте чистоту взаимного служения, ошеломление любви и радость доброты.